небе солнышко проснется, за собою позовет, звонкой песней отзовется шумный птичий хоровод. День особенный сегодня, скоро в школу мы идем. Эту песенку простую на прощание поем. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать. И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. Воспитатели родные, мы без вас всегда грустим. Вас, любимые, родные, мы за все благодарим. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство, наше детство, наше детство. Солнце светится лучисто, было нам тепло и чисто. Всем спасибо говорим воспитателям родным. Мы ходили в детский сад очень много дней подряд, где ждала вторая мама, и идти был каждый рад. До свидания, куклы, до свидания, погремушки. Стало это место домом для ребят. Здесь мы были вместе, веселились, пели наши песни. До свидания, до свидания.
красив и как светит. Как будто встречает почетных гостей, а гости родные, любимые дети, которые стали немного взрослеть. Торжественно, красиво убран зал. Сегодня выпускной, прощальный бал. Какой прекрасный и немного грустный праздник сегодня в этом зале нас собрал. Прекрасный потому, что дети повзрослели, в большое плавание отправиться спешат, а грустный потому, что годы пролетели и расставания нам не избежать. Встречайте, встречайте, наши дорогие выпускники! Наш детский сад с утра украшен. Сегодня праздник выпускной, и мы гордимся нашим садом, ведь он для нас как дом родной. Эти стены нас дружили, дали радость и тепло. Мы считаем, в самом деле, садом нам так повезло. Мы подросли, окрепли, поумнели, умеем петь, плясать, стихи читать, решать задачи, составлять рассказы и разные картины рисовать. Первый класс идем теперь, школа распахнула дверь. Сад без нас ты не скучай, новых малышей встречай. Дети исполнят песню «До свидания, детский сад».
встретит вас учитель, что на душе у вас? Хоть в двух словах скажите. Волнуюсь я чуть-чуть, ну очень-очень рада. Ведь в тихий час мне больше спать не надо. За парту сяду я и многое узнаю. Мне нравится, что я уже большая. Конечно, в школе будет интересно, ведь школа удивительное место. Мы научимся читать, писать тетрадку. Я думаю, что будет все в порядке. А у меня в глазах как будто бы соринка. Вот-вот покатится горошинка в слезинка. И в школу хочется, и с садиком расстаться так тяжело. Не надо огорчаться. Мы в школе будем хорошо учиться, чтоб нами можно было гордиться. А садик нас, конечно, не забудет. Туған ортайсың қадірлі, сені күнілерге, нешік күнә құшашасы, китасы келмей бірді. Эй, сүйіклі бақшабыз, бір көшін ұнытмабыз. Шулай да күн достар, біз бүгін құшылашабыз. Келіп жетті бақшам білен, сол болашы күнлер білен. Зоқлами барыбызда, кетірбіз біз мәктәпке. А сейчас дети исполнят татарскую песню «Үйретелер мәктәпләрдә». Посмотрите, а здесь какое-то объявление. Школа «Новое поколение». Так, читать, писать, примеры решать, рисовать, вышивать, петь, лепить. Мы многому можем детей научить. Так, не будем нам узнать, ни минуты не терять. Давайте быстренько поспешим туда и узнаем, что за школа там такая. Ты знаешь, что это за школа такая? Что это за школа? Здравствуйте, а вы кто? Как кто? Я директор школы нового поколения, Баба Яга. А я так понимаю, вы пришли познакомиться с нашей новой школой? Добро пожаловать! Наша школа красивая, уютная, школа современная, новая, всех детей принять готовая. С нашими школами вы осуществите все мечты. О чем мечтаете вы, дети? О чем мечтают ваши дети? Ребята, о чем вы Выходите. мечтаете? Выходите.
мечтаю Стать. стать архитектором, мечтаю построить город без углов. Мечту сейчас я осуществляю, дома из кругов. Дом мы достроим, в нем нет ни угла. Мама, сбылась моя мечта. Больше не сможешь, как прежде, тебя в угол поставить меня. Можешь стать мне депутатом? Этим каждый может быть. Буду ездить шмыркалкой и бюджет на сердерить. Буду я лечить больных, поправлять здоровье их. Я скажу им, вы, во-первых, берегите свои нервы, во-вторых, вы постарайтесь, физкультурой занимайтесь. Хоть врачи помочь готовы, лучше будьте все здоровы. А за меня? А за меня мечтает мама, папа, бабушка, друзья. Вот и парень, я упрямый, отдаваться им нельзя. Все дают советы мне на перебой. Несмотря на это, я буду самим собой. Ребята, все ваши мечты обязательно осуществятся. Тем более с такими преподавателями, как наши. И скажу вам по секрету, они у нас первоклассные специалисты. Итак, встречайте наших самых лучших преподавателей. Встречаем! Леший и Кощей Бессмертный! Итак, Кощей Бессмертный, преподаватель математики и вычислительной информатики. Он считает все подряд и поэтому богат. Я Леший, преподаватель музыки и танцев, победитель международных лесных конкурсов. И, конечно же, я по совместительству учитель русского языка и литературы. Ребята, вы уже все знаете, что в школу поступать не так легко. Везде нужны вступительные экзамены. А тем более наша школа нового поколения. Тоже не просто поступить. Только с помощью вступительных экзаменов. Вы готовы? Да. Пройдете ли вы все испытания? Готовы? Да. Итак, первое испытание по русскому языку. Умеете ли вы из букв составлять слова? Точно? Точно. Сейчас проверим. Итак, перед вами два мольберта с буквами. Вам нужно составить из этих букв слова. Все построились? Перед вами буквы. На этой стороне вы должны построить слово «стол», а на этой стороне слово «урок». По одному, ладно, по одной буковке. Не сразу полностью слово вставляйте, а по одной букве. Сперва Юра, остальное Самина и так далее. Говорим Раз, два, три, начни! Звенит звонок веселый, зовет с собой ребят, и каждый первоклассник его услышит рад. А в новеньком портфеле дневник мой и тетрадь. Жду создать пятерки, не буду выставлять, а в школе
Ой, Я готов. Ну я же говорила, первоклассные специалисты. Какое слово тут, ребята? Колокольчик. Звонок, правильно. Разве не звонок? Урок, все правильно, первоклассные специалисты. Молодцы, ребята. А откуда вы все это знаете? Откуда ребята все знают? Где вы учили? В детском саду? Подумаешь, мой экзамен самый сложный. Посмотрим, как вы справитесь с моими заданиями. Наверняка вам это не под силу. А сумеете, ребята, вы станцевать так, чтобы я на месте не мог устоять? Да это Умеете? проще простого, да, ребятки? Легкотня? Легкотня. Ну-ка, ну-ка. Это просто танец. Эх, Ванюша! По деревне Ванечка ходит с балалайкой, всеми уважаемый, словно президент. А соседка Танечка долго ждет на лавочке для девичьей песенки, а аккомпанемент. А соседка Танечка долго ждет на лавочке для девичьей песенки, аккомпанемент. Эх, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птица над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайки струна, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птица над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайки струна. Вот уснул соловушка, сонная головушка, а в руках душистый стол, слезы как роса. Ох, устала Танечка, повесть балалайчкой, что же ты, маэстро, про любовь мне не сказал? Ох, устала Танечка, повесть балалайчкой, что же ты, маэстро, про любовь мне не сказал? Эх, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птиц над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайчки струна, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птиц над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайчки струна. Эх, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птиц над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайчки струна, Ванюша, посиди чуть-чуть со мной, послушай. Птиц над головой смеется, печки зыбкая вода не рвется. Балалайчки струна. Ох. Ванюша, так вы здорово танцуете! Конечно, согласен, что танец был классный, но ведь танцевать много ума не надо. А попробуйте-ка вы решить мои задачки. Я вам сейчас буду их говорить, а вы дружно мне отвечайте, хорошо? Но только до конца дослушайте, чтобы не ошибиться с ответом. Договорились? Первая задачка. 6
6 веселых медвежат за малиной в лес спешат. Но один малыш устал, от товарищей отстал. Вы теперь ответ найдите. Сколько мишек впереди? 5. Все так думают? Да. Ох, молодцы, правильный ответ. Слушайте следующую загадку. 5 ребят в футбол играли. Одного домой позвали. Он сидит, в окно считает. Сколько там ребят играет? 4. Ты, Леша, как думаешь? 4? Да, 4. 4. Молодцы, ребята. 4. Следующая загадка. 3 стороны и 3 угла. Знает любой дошкольник. Фигура называется, конечно, Треугольник. а может, квадрат? Нет, треугольник. А почему не квадрат? Потому что у треугольника 3 угла. А у квадрата сколько? 4. Ты смотри-ка, молодцы какие. И здесь справились. Ну и тогда вам последний вопрос. 6 грибов нашел Вадим, а потом еще один. Вы ответьте на вопрос, сколько он грибов принес? Ого! Смотри-ка, все мои вопросы, все задачки решили, на примеры ответили. Какими сложными задачками справились. Да. Ребята, а вы песни петь умеете? И песни петь умеете? Конечно, сейчас дети вам исполнят английскую песню. Ну-ка, ну-ка, проверь. H I J K L M N O P Q R
сказали. А хотите ли вы сыграть со мной в игру? А знаете вы такую игру «Веселый счет»? Да! Хорошо, давайте вспомним правила, что нужно сделать. Нам нужно с вами двигаться под музыку, а когда музыка закончится, вы что делаете? Собираетесь в группки, да, на ту цифру, которую я назову, так ведь в таком количестве? Да. Сыграем? Да. Хорошо. Встаем. А мы с вами сейчас подвигаемся под музыку, далее. Все по три. Молодцы. Есть уже по три. Смотри, я считать умею. И двигаемся. Давайте еще разок, ну-ка. Помог. Ну, молодцы, ребятки, сообразили. Ну-ка, смотрю, считаю.
немножко отдохнем, посидим. Ой, ну, коллеги, вы знаете, эти дети, они же быстрее нас с вами вместе взятых соображают. И считают быстро, да ведь? И слова составляют. Вообще такие молодцы. Молодцы. Что же будем делать? Нужно срочно собирать педсовет. Согласен. Все, Педсовет. на педсовет. А сейчас дети исполнят танец детства. Айзеля, Шарики воздушные, яркие, цветные, вы в небо взлетаете, словно мотыльки. Закончили дошкольные годы золотые, теперь для всех мы выпускники. Детство, ты куда бежишь? Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить на тачке, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Ребятки, пока педагоги новой школы совещаются, я вам предлагаю спеть песню «Вместе мы большая сила».
Решено. Такие дети, которые все знают, нам не нужны. Так они все умеют. Нам их учить-то нечему. Коллеги, не расстраивайтесь. Нам эти дети не нужны. А я придумал, мы себе наберем и найдем новых учеников. Точно, наберем новых. Да. И кандидатура уже есть. Ну-ка, ну-ка, кто же это? Алиса. Так. Ну и кот Базилию, наверное, заодно, да, с ней? Карабас-барабас. Лиса, Алиса. Все, Точно. все, мы уходим. До свидания, ребята. До свидания. Пусть они уходят со своими победа, со своими преподавателями, да? Когда не будете огорчать свою семью. А сейчас сценка «Моя семья». Произошла история недавно или давно. История занятная, таких полным-полно. Это шутка, в ней намек. Если вдуматься, урок. Вы на нас не обижайтесь, вникнуть в тему постарайтесь. Здравствуй, Любечка, подружка. Ты давно мне не звонишь. Может, сегодня в гости на минутку забежишь? Много дел, да, немало. Ждет домашних нас хлопот. Надо приготовить ужин, постирать, сварить компот. Мама, нужно буквы повторить. Можешь время уделить? Подожди, ты не буди и немножко помолчи. Да, ты кофточку купила? Ах, какой красивый цвет. Рюшки, бантики, оборки. Замечательно, слов нет. Мама, скучно мне стоять. Может, нам с тобой вместе что-нибудь нарисовать? Да, каблук такой высокий. Сможешь ты такой носить? Ах, как хочется мне тоже эти туфельки купить. Мама, скучно мне стоять. Может, нам с тобой вместе в тетрадь буквы прописать? Ах, мне некогда, сыночек, побежала я стирать. Вот сидит на кресле папа. Буквы можешь с ним писать. Давай, давай, гоу! Папа, помоги. Мои уроки посмотри. Я тебя прошу давно. Отведи меня в кино. Это все потом, мой милый. Ты сходил бы погулять. Вот футбол идет сегодня. Я Полещев такая. Мы с тобой погуляем. Завтра вечером пока. Ты бабулю попроси. Ты к бабуле подойди. Да, я помню, РДК концерт у нас. Надежда Кадышева едет, тороплюсь, бегу в тот час. Подожди, внучок мой милый, завтра очередь твоя, а гулять об этом кстати. Попроси сестренку Катю. Катя, ты сегодня сможешь самолет дорисовать? Или мы с тобой вместе ванной катер будем запускать? Мне сегодня скажешь тоже, мне сегодня в институте надо быть. Скоро лекция начнется, мне пора уже ходить. А вчера знакомый Савка пригласил меня в кино. Ни минуточки свободной, все расписано давно. И вообще, есть старший братик Коп, он только что включил. Обратись к нему, братишка, поиграть его просили. Можно рядышком присяду? Очень скучно одному. Про медведя и про Машу мультик посмотреть хочу. Да ты что, какая Маша и какой такой медведь? В кои веки оторвался, в интернете посмотреть. Нет, малышек, слезы я совсем не выношу. Ладно, братик, успокойся, мультик завтра покажу. У меня семья большая, весело могли все жить. Неужели трудно детям время взрослым уделить? Мама, папа и сестренка, пожалейте вы ребенка. Порисуйте, почитайте и в индейцев поиграйте.
пускайте, потому что малышу скучно в доме одному. Подрастет малыш потом и поможет вам во всем. Ведь воспитывать детей, хотите не хотите ли, очень трудная работа, милые родители. Добрый папочка, ты в мире лучше всех. Люблю твой голос ласковый и нежный звонкий смех. Была когда-то папочка лишь за мечтой, и вот сегодня папочка рядышком с тобой. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул алтанны. Ничек синсез яшәгәнбез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, Кылынчагым кыз бала. Жазым сине кояш үзе, иртән торып уятам. Кирпекләрем арасында бар җиһан сугыш алам. Ялтыр ай сиңа омтыла, каештан калган икән. Şiverlerim şu Әниеңнең яшь чагыдай торасың күз алдында. Аныкыдай карашларын хәтерләтә барсында. Горурлыктан сагышта яшьләремдән безне. Кайчан гына үзеп җиттең, син кылынчагым диде. Жазым сине кояш үзе, иртән торып уятам. Керфекләрем арасында бар җиһан сугыш алам. Ялтыр ай сиңа омтыла, каештан калган икән. Нурларын сибеп югалар, шибәрлегең шул тикле. Ничек синсез яшәгәнбез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне. Никто не изменит течение лет, конца и начала у времени нет. Пришли малышами сюда мы когда-то, а нынче, смотрите, большие ребята. Старались вы, главное,
как нужно трудиться, как нужно дружить, достойно проигрывать и побеждать, правую ложь без труда отвечать. Ну вот и настал расставание час. И вот он настал Во расставание взрослую час. жизнь провожаем мы вас. Лишь это пройдет, и для вас впервые прозвенит первый веселый звонок. Желаем вам смело по жизни идти, хороших людей повстречать на пути, учиться всегда на 4 и 5, и нас хоть иногда вспоминать. На этом первая часть утренника подошла к концу. Объявляется 15-минутный перерыв. Дело заботы умчаться вдаль, оставит нас навсегда печаль. Цветы огня, веселый праздник дня приветствует тебя, недобра моя. Вновь приходит праздник в гости к нам, и все поют, и тут, и там. Снова танцевать пришла пора, мы будем петь и веселиться до утра. Открыты двери для всех гостей, повсюду радость лишь задей. Магнитофон минуты не молчит, и радостно в ночи музыка Амелия. Вот и пришла пора сказать нам до свидания, но все равно не будем мы грустить. Сегодня хочется на празднике прощальном лишь доброе спасибо говорить. Димовна Заяновна, Лия Валерьевна, спасибо всем за ласку и терпение, за самое веселое в группах настроение, за вашу доброту, старание, за вашу чуткость и внимание. Спасибо, воспитатель, мы скажем много раз. Наши нянечки, нас очень любим вас. Людмила Александровна, заведующий нашей, благодарны всех детей. Каждый день забота ваша, детский сад наш все светлее. И сестре, и поварам, всем сотрудникам детсада говорим спасибо вам. Расставание не беда, в сердце вас останетесь навечно. Пусть проходят чередой года, благодарность наша бесконечна. Сейчас ребятки исполнят песню «Наши воспитатели».
боится, я пойду и погляжу, а потом вам расскажу. Что же так? Ну-ка, кто же так? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Гости к нам сюда пришли. Посмотрите-ка. Поздравления принесли. Что там случилось? Отойди, Вы идете в первый раз. Может быть, возьмете нас? Ну, совсем уже собрались. И из группы убежали. Хоть писать мы не умеем, но рисуем, лепим, клеим. Все игрушки мы собрали и сейчас вас провожаем. Мы собрали две машинки, куклу Заю, все в отелях есть у нас и игрушки по запас. Сами видите, что мы скоро все должны пойти. Мы решили в тихий час, что нам скоро в самый раз. как меня вы напугали. Мы вас в группе потеряли. Мы решили в тихий час, что нам в школу в самый раз. Чтобы в школу вам пойти, нужно малость подрасти. Посмотрите, здесь на празднике будущие первоклассники. Ребятам этим пожелаем, чтоб в школе их любили, ждали, чтоб учились все на 5, а детский сад не забывать. Мы прощаемся сегодня и вас просим не грустить. Мы в саду нашим любимым весело и дружно жить. А в подарок для вас они приготовили танец, цветные карандаши.
Марат. Вас расставание, станцуем прощальный, о нежный, воздушный и очень печальный. Ведь вас мы с детства своим расстаемся, родом из детства навек остаемся. Этот вальс, он весенний светлый, будто нам его ветер принес облаков. В этот зал он вошел незаметно, подарил ароматы цветов, а сиреневый май приглашает всех нас. Он прекрасный и неповторимый, в этом вальсе кружась, прошедшим сейчас. До свидания, детсад наш любимый. Этот вальс, он весенний прощальный, и сирень не устала по залу кружить. Этот вальс очень нежный, но нам не печально. Мы всегда будем так же, как прежде, дружить. А сиреневый май приглашает всех нас. Он прекрасный и неповторимый, в этом вальсе кружась, мы прошедшим сейчас. До свидания, детсад наш любимый. Что ж, дорогие дети, наступает тот миг, которому, наверное, ни один воспитатель до сих пор не привык. От сердца вас отрываем, дорогие, ведь вы уже такие взрослые у нас. Учитесь, трудитесь, дерзайте, мечтайте, огромных высот в жизни вы достигайте. И нас иногда вспоминайте. Прекрасное, далекое свой путь начинайте.
приводили своих девочек, но за девочек мы меньше всего боимся. Мы знаем, что они у нас прилежные, умнички и самые послушные. А вот когда мы провожаем мальчиков, наверное, у нас есть мамы, которые уже приводили своих первых мальчиков в школу. У кого-то вообще нет девочек, они все время на стрессе. И думают, как же там, когда они будут учиться в школе, в большом коллективе. Здесь вот 30 человек, казалось бы, они за все это время контактируют только друг с другом, и все уже подружились, стали друзьями, умеют ссориться, умеют мириться. А как будет дальше, посмотрим. Поэтому не судите строго, я волнуюсь. И была семья, потому что лишь сыночки заменяют мамам дочек, они рядом с нами навсегда. Ты мой сыночек, ты моя душа, знай, твоя мама любит так тебя. Потому что лишь сыночки заменяют мамам дочек, они рядом с нами навсегда. У каждой мамы есть одна беда, взрослеют дети, старая седина. Не качаем мы сыночков, забирают замуж дочек, они с нами в сердце навсегда. Ты мой сыночек, ты моя душа, знай, твоя мама любит так тебя. Потому что лишь с тобою будет мое сердце биться до конца. Ты мой сыночек, ты моя душа, знай, твоя мама любит так тебя. Материнскою любовью, потому что лишь с тобою будет мое сердце биться до конца. У каждой мамы есть одна мечта, чтоб жил достаток и была семья. Потому что лишь сыночки заменяют мамам дочек. Дорогие ребята, для вас, выпускников, сегодняшний праздник последний в вашей дошкольной биографии. Впереди будет у вас много праздников, событий, мероприятий, но это одно из самых
знаменательных, конечно, и немножко грустных. Закончился этап пребывания вас в детском саду. Закончился этап беззаботного детства. В садик вы пришли совсем маленькими, беспомощными. А сейчас вы выходите из детского сада умными, добрыми, веселыми, дружными ребятами. Ребята, я ваше завтра верю свято. Хочу от сердца пожелать, чтоб каждый стал из вас, ребята, хорошим человеком стать. В школу пойдете, будьте примерными, добрыми, сильными, смелыми. Старайтесь не забыть, чему здесь научились. Любите школу, класс. Счастливого пути вам, доброго начала. От всей души мы поздравляем вас. Хотелось преподнести вам вот такие папочки. Это папочка о первых радостях и удачах. Здесь собраны ваши работы. Вот вы будете вспоминать иногда, вспоминать детский сад. Время ведь неумолимо мчится вперед. Вы закончите школу, поступите в институт, будете хорошими специалистами, выберете свою нужную специальность. Будете врачами, может, учителями, может быть, кто-то станет воспитателем, а может быть, кто-то и будет из вас президентом. И вот, когда вы станете взрослыми, вот посмотрите, откроете эту папочку и вспомните свое детство. Как вы ходили в детский сад. Вспомните своих любимых воспитателей. Вспомните праздники, на которых вы так активно участвовали. Итак, я приглашаю сюда Галиуллина Ильяра. А родители, ребят, вам сделали подарки. Я подарок. Осматривайте
такой сертификат. Это подарок от Дома книги. Вы можете им воспользоваться. Не теряйте. Хорошо? И хочется обратиться к родителям. Уважаемые родители, сегодня у ваших детей и у вас настоящий праздник. Сегодня вы вместе со своими детьми сделали шаг вперед. Вы стали взрослее. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы доверили нам ваших детей. Сказать вам огромное-огромное спасибо за то, что вы все эти годы помогали нам и нашему детскому саду. Спасибо за то, что всегда приходили на помощь, откликались на все наши просьбы. Мы искренне надеемся, что вы сможете и дальше быть примерными родителями для своих детей, а они вырастут примерных детей для своих родителей. А вам желаю, наши птенчики, смело лететь вперед навстречу своим мечтам. Пусть вам обязательно сопутствует ласковые лучи солнца, поддержка близких людей и большие удачи. Счастья вам огромного, ребятки! Здоровья, удивительных встреч в жизни и грандиозных побед! Добрый путь, ребята! Что скажем Людмиле Александровне? Когда бы я к вам не зашла, вы всегда обнимете, пожелаете удачи, хорошего дня. Огромное вам спасибо, ребятки. Родительский комитет хотел бы поздравить наших дорогих, любимых, замечательных, успешных и немножко красивых, и немножко того людей, потому что только, наверное, самые отпетые, отважные, вот наши женщины работают с детьми, да, это гореть такой любовью. Каждый раз, когда мы приходили, посещали либо классное собрание, либо просто приходили за детьми, мы видели вот этот огонь в глазах, и вроде есть усталость, да, бесспорно, но какой вот этот драйв и позитив от вас идет, дорогие наши воспитатели, наши помощники дорогие, да, все детского сада, уважение, внимание, да, и всегда, никогда не уйдешь без пожеланий, доброго настроения, это все есть, присутствует, нам никогда не было страшно за своих детей, всегда со спокойной душой отправляли их каждый день, каждое утро в этот замечательный детский сад. Благодаря вам, благодаря вашему доброму сердцу. Спасибо большое. Спасибо большое. Всегда будет счастье. Мы выпускаем вас в этот прощальный час, как голуби с миром летите, летите. Как незаметно здесь бегут года, и не вернется детство. Мы с малышами привели всех вас. Сегодня же с гордостью смотрим мы, дети, на вас. Кружится пусть вальс, любим мы все